Ассаламу алейкум. В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Ершов. И вот о чем расскажем вам сегодня. Новый год, новые цели и задачи. Глава Чеченской Республики провел расширенное совещание в правительстве. В Чеченскую Республику едут за эмоциями и за здоровьем. В регионе развивается медицинский туризм. Аппаратурой, которая есть у нас, могут похвастаться далеко не все медучреждения, даже в центральной части страны. Готовы к защите Родины духовно и физически. Муфти республики и богословы проходят военную подготовку в Российском университете спецназа. Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! 500 человек одновременно смогут получать исламские знания в селе Янди. Там открыли медресе имени имама Ан-Навави. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. Turpal Kuonhi, Oimaka, Gauta Magautina, her Dale Dinlardesh, Yer Mocklarbesh, Busub Din Gazwat and Bayrak, Khawarij Shezaman, Johtsan Gala, Ahmad Aj Allah Dal Gazwat, Abu Doitsina, Ishdaq al Heron is a Hogni Ezernishkaha, Turpal Kuonhi, Hiosh, Wainano Kairhon, Sarah Dakal Nashbu, Sarah Din Berishbu, Vizisil Awashwach, Allah Dal. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Рамзан Хаджи Кадыров провел расширенное совещание в правительстве. Обсудили планы на 2023 год, который объявлен годом чеченского языка. Запланированы сотни мероприятий различного масштаба. Первое расширенное совещание в этом году начинается с обсуждения главной задачи – сохранения и популяризация родного языка. Этому вопросу пристальное внимание уделял первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмад Хаджи Кадыров, отмечают здесь. Is ora nawin des dudon des chona waydon tagal dini kachas don ayuk shidazal don we ayuk shtolon niqdon masana don bezibudon musudon awdon yuqlat sadud ugri haldin Quran sunnat don يعال هادوش يوصل نوح الله دون إز يعدوش دوش دون أحمد عشبولن يقبودون داق إز دون مصودون عيلم شنا الدنيا شبولش فول ويدوش باقن شينا دون وين دقدو ويبرمو يفيدين دون تساق دون خاطر دي داق خاطر ديش دون أحمد عيش هازو تعداق الخل دون شو بولن بولش فول هازو تنقبوي دون وليلوش تيغ هازو دويل دون ويتساق خاطر دي تساق دويل دون جواب دلو وين داستون وين واشنا غالي دون غازو دوي دون داق سنيد حقايق دز دوي وين عمد عش مسودون ايلم تنا دغاويل دون داق شي بوخ بوش دون قاني يشبولين يقبر دون تن داق ميلا دون из ночи вот локалай байс дاق авио куда мола дон. С докладом выступил руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов. Он рассказал о планах, которые будут реализованы в честь года чеченского языка. Ночи республикар халгарч президент России Турхвал Хочу Кадыров Ахмад Ажста Лазот Обалдойцун Кёрт штид мялат до ночи мотти Йози Алшдар Киор.
أجر خلش خينا أحمد عجدو قولوتر متن علما تشنا يازدر غوشنا نوشي موتقي وش بوزد شمال بولشانا إزبعني عيوه آرغيت دولي نوشي متغزيتش جورنالش كنيجش غايتي ولير تليبريداتش راديو برنامج شيء زي قول شو نوشي متن شو قيقور حق عدلوحا وكاز قوتش ديش نوشي متن شرنا ليرين مربياتش كيتشير غوشتوار حق بلان واتنا نوشي متن شرنا ليرنا قيقول شرعية ليرشيو واربع سو مربياتي تان يوحدو نوشي ما تكنيكش دوشمش ديشنا بسو بشعر هيتر غورغ ستورش فورمش كونكورش فيستيفالش كونفرنسي شوش توغر ديشرن حكمة تشكاع كультурن خير تشكاع спортен قدول قوس دولرش دادахар. Особые задачи стоят и перед Министерством образования и науки Чеченской Республики. وشوح بولشارة كيقول بولشارة تلات عاش درجة نقشي قومنا بق خلا خزقي ترسه هو دوق تيشه هو تعويق يجرخ هو نجم شرچ كنجا حد دوشتل شرچ تحلو يشخير دو دوق تيشه دو دق سلطان غال اسماعيل لره ووشتو يخق عند بوخبو دق طي حق أو نداعن دول شيء زر طايش هو شجق دالي هنزو حقين دوله نوشي ويمت 11 دشنش ديتستنرش يقر دادولرش تادش ووشتوخش زيزجي أورمتي أقرأي مسؤول ورتحدل سيرش إشكولش كوابخ كبيش بيش بير نخديش ترش هرشتخنات أزج مزجة تقولر صورت وتحيول تحت صورته منيستي شانا مجلش نيستي شان تخيق يلا تبوخش بال فورال بوتشق بالي هرشدا ملاحة وغرازينسكي ربوتشي تراجي غينا شكولش تعلوريو الله يتعبر تسات أخدقو كل نشا حلق لنشا غال تونش نيسي أزربعونش تاني دال وش حل خيل دول بيري تورنش أجدقو كل دوخش كل نش يازيرز كل خدوجنش سيا سرج خيتوج يبوخ بيش بوت أغاز حقين يول إدوشمش أو كله يقب بعضو ليرمي بتش تغنا وين مخا الملخو دوش ملخو مخا ديز الخيات شخينا حا دي حارش كافت إيرستولد إيركنيك حايا إسكنيكين دي حدو حاج أولش تجزجو موسو تليفون شو ولا التليفون شو حتعم يزويا ياندكس جوجل قستنا بايسكبيك أولخنخ أتشالخش دو مسارة دقوا إدوش مشومش إلكتروني فورمات إدوخنخ إيش وتغيازنا وين دا مولات غيب خول أبريل نقشي مت دين ليرن اس اتخوش خينا حطش بيشاتني ويازن وتقاريريو تاق شچق دال نيص مخوتش قي الكترون صفر ريسورس خيش بولناخ ترنه مخبلا بالقلبخ الكتروني فورمات اشياخ يزا اشياخ تنا كره تليفون يوجتق واتسر كره تليفون خلچانا очуах тентекочила текуила خلچ قاستن سندقنا وسط الخير. Предстоит проделать огромную работу в 2023 году по возрождению, популяризации и развитию чеченского языка, подытожил Рамзан Хаджи Кадыров. Лидер субъекта не сомневается в успешной реализации поставленных задач. Ислам Иршов, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава региона Рамзан Хаджи Кадыров также провел заседание Республиканского штаба специальной военной операции. С руководителями силовых ведомств он обсудил реализацию актуальных задач. Лидер субъекта отметил, что чеченские подразделения внесли существенный вклад в развитие целого ряда стратегических планов. Он призвал усилить темп работы в этом направлении. Об этом следующий сюжет. На заседании Республиканского штаба специальной военной операции Рамзан Хаджи Кадыров первым делом отмечает высокий профессионализм бойцов, которые мужественно выполняют поставленные задачи. Глава региона акцентировал внимание на том, что сейчас идет борьба с мировым терроризмом. Все должны относиться к этому факту с полной серьезностью. Проведение специальной операции даван. Такой первый штаб даван, полностью даван, это без бог даван, куратор даван, всегда даван, хит саланский не даван, театр говорит не даван. Так начальник штаба, я перед штабом даван, говорит так даван. Где швой босс официально ходит даван, бог без это следина босса, даван, совещание, встречи, так ой, цигах.
ببيش بالبوح دانا وي بيسن يشتغل حالتي وتحسن دانا ديو كوريو دانا يعمل دانا كان ميل تكنيكي دانا أبرد نش يشتغل من سن دانا بس دينا دانا كان روشنا وبرولين دانا بابش لبوي دانا تيجي دانا وي دوكو دانا gubintarne ágardon. Dálocs budász, asszižēties budász, добровольчтон, хоркидна дон, направлять беш, истябе лахш беш буdász, так что шевик, каждый день дон, стядон, каждый час, минут дон, массу дон, командирцы дон, связявош дон, бах беш буdász, üstolom коучта дон, вай бюджет ёшу буdász, так, вай цан проблемы шумаdász, вай дон, цан üstolom шадеги дон, обеспечить рудоштуй дон, и плюс гуманитарный ágard, хода рудоштуй дон, Mosul don, Kavandir don, Minabaron, Rosguardi don, Sevigi don, vagy gruppi čáštávi, Vashavasú, da don, Цудели Гуд Акадон, Сумашут Баркалдери, Захалада, да don. Лидер субъекта особо отмечает заслуги депутата Госдумы Адама Делимханова. Он постоянно находится в зоне проведения специальной военной операции, лично знаком с ситуацией на фронте. داخلانش آمد هشی وای داخلان باش رجلی نواستی تانا واسنیات یه تان کرتش بسول دین باشه أعمال بسول دین لردش لیوزل باولرش زکوش سنه ایلوش مصو آوره تان دنیا جا مسئله هل دعوت تانی قرسی بچال مصو بسول بچالش تان سعودوسکی رمی دیدی دقیقاً نخو دین دولش نه باره باش دلا بیوخلی ستانیز أو طبعاً مسألة أتكريتة شاش ستانيش لبوش دي سدوش تجيبش وزكوش تيبش بوش نية بيرش كلاهش بوصلنا إيربات بيش بول قيقة ما طبعاً وين بوش بوشر يوروبا بوشر مصر متى هذا إيرسولي مثلاً تيجع بولنا تيجع بيش سنة مصر متى تليفون شيء بركل ديري صلاة رمنا ما تشين طبعاً он открыто делает заявление, потому что только в справедливости правда и откровенность Божь, да, остальные مسألة أمير شو تاخدن دول حلا أعمال تاخدن صح وين أبريتين شتاب سبيرو ودنيا под Киевом Гастомель радио Делчанду Мариуполь попасть на Лисичанск тахан вой позичка беш долч метя шабек около 10 тысяч адамду так уж хучхачи 10 тысяч кичхал без так кибеш иш мосокеч бентана цанту ахда бог болбу из хитсавиантик президент вохштах войн махар телевизор буштер Потигадош генштаб шайк министерство обороны мосо команду шистига больше تم مسرحون بركل ديري سلال بوش داخ اشتغل على بار داخ وبيري بيرشا شيغر سلام ماشلو شش أعمال تان يوش ملدوهم تانا تان وفندو دقيقة أماماج تو مصوم الله توشتو إذا гуш хушто цевой бирж латина цаш тига мосо направления гуманитарный бо табюч бо из-за дел и там бушадер кони шу беркату дала посулдина ночи оманлату 21 тысячу бойцов отправили в зону специальной военной операции только из Чеченской Республики. Цифры озвучил начальник республиканского штаба СВО, председатель парламента Магомед Даудов. А добровольцев, по его словам, готовят на самом высоком уровне. Надо момент идти за герг де онда очуцига. Йгорд емло сюди аташи курю чуен масана хуш до издеон. Почти горен хаити ал он цех ши мелу сен кудалу до штеон да бойтен ой берш до штеон. Так там хала ван ю хилчана هاي ميلا بيلدو مداقل سيجا نمستي بولجانا شو دقيقة صح وقت مثلا سوازع والله هنا هور تملو كيتشوا سونجرز داق هين سوري بين طعم دكتورنا رمزا أحمد شا تملو اليوم كيتشوا نسعشت وكرح لي وش تخنيتس دقهم شدقهم من مثلا ما خال كوكتش وعديس وش بوش مش كل بيان كوكتش كل سواز كاجد دين عبيان كاجد بط كل أسر جنس ودي شوز صار حق تليفون تو يكل يلا بيان شيء ما الله بيان كأخو يكبيانا
его юч эмно кетч беш амела билгл мадакар хор кирна диона ой российский университет спецназ скерт диона кетч беш по доброволь уж диона из ой штатябол эмой штатябол ой эмой сан диона кетч бин аболч бу он штат царах ой ночи он царах диона пачхалфо пачхал диона. Вопрос обеспечения чеченских бойцов стоит на особом контроле. Об этом заявил Рамзан Хаджи Кадыров. Лидер субъекта лично держит связь с бойцами и командирами подразделений. Глава региона выразил уверенность в том, что Чеченская республика будет и дальше вносить большой вклад в неизбежную победу России. Ислам Ершов, Ислам Али-Султанов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской республики «Неделя». Глава региона встретился с управляющим отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Чеченской республике Мохаммадом Эмином Ахмадовым. Обсудили проделанную работу ведомства и предстоящие задачи. Глава региона поблагодарил за эффективную работу и пожелал сотрудникам успехов. Мохаммад Эмин Ахмадов рассказал о ходе работы после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Социальный фонд, пенсионный фонд, социальный фонд, так что муки, что помещение, что так балбадон, кичи, что. Халхи, все что алдуем, бейтем по кичам бандоша, единственный субъект Алмигерду, идеально федеральный центр бог структура размещения, система данных, бол, вода, болина, мова. Диолчину аля, дихали белое дупешар бех бол, болина детская выплачена, единый пособие, Путин убегна пособина, так это уже вы принять 47 тысяч заявлений до на год, без что выплачет. Уже если был добьют, чтобы тацан по ним решение на долчан выплачет перечисление, еще автоматически договорю 6. По всем выплатам в штатном режиме добьют бол по подарку. Глава региона встретился также с министром Чеченской республики по туризму Муслимом Байтазиевым. В ходе встречи Рамзан Хаджи Кадыров поздравил его с 10-летним юбилеем создания министерства. Глава республики похвалил сотрудников ведомства за проделанную работу и пожелал успеха в реализации поставленных задач. Также Рамзан Хаджи Кадыров поручил уделить больше внимания развитию медицинского туризма. Для этого будет оказана необходимая помощь и поддержка, отметил глава региона. Муслим Байтазиев подчеркнул, что количество туристов, желающих посетить регион, постоянно растет. 10 тонн, бинбелаш тонн, духову да стартах, что есть о чем дон гордиться дон, рассказывать дон, так, алабон, 1000 туристов, там десятки тысяч туристов дон, ночь чего да стон, вы дочь бякен, дух пеш турист чего да стон, и аж бол, так правильно дон, так дон, поставленный дон, это дон, работа дон, взаимодействие дон. Результат чудак, кратце дон, шмин болох, балерин болох дон, худищи дон. Образ Чеченской республики последние 2 года сильно изменился. Чеченская республика добавит и наращивает, скажем так, еще новые направления. Это лечебно-оздоровительный и горнолыжный туризм. Как вы знаете, идет сейчас активное строительство горнолыжного курорта Ведучи. И у нас очень хорошие действительно показатели по Санкуру. Это тот же Северно-Кавказский. Если 2 года назад загрузка этого объекта, откровенно говоря, оставляла желать лучшего, скажем так, то сейчас у нас есть там полная загрузка. Развитию медицинского туризма внимание уделяется не первый год. В клиниках республики современное оборудование и высококлассные специалисты. А пройти лечение и реабилитацию в больницах и санаториях региона приезжают со всей страны. Об этом сюжет Дианы Хармуш.
В лечении за пределами республики больше нет необходимости. В регионе созданы все условия для получения медицинской помощи. В инновационном центре физической и реабилитационной медицины оказывают широкий комплекс услуг. Лечение здесь проходят не только местные жители, но и иногородние пациенты. Аппаратурой, которая есть у нас, могут похвастаться далеко не все медучреждения, даже в центральной части страны. Поэтому, соответственно, наш центр востребован не только в Чеченской Республике. У нас много иногородних поступает. И за 2022 год у нас более 2000 прошли реабилитацию. Это люди с заболеванием центральной периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также с соматическими заболеваниями. И эффективность, качество реабилитационных услуг нашего учреждения, а также востребованность показателем является очередь на госпитализацию, которая у нас ведется вплоть уже до середины марта. Еще один реабилитационный центр расположен в селе Махкиты. Он рассчитан на пребывание более 60 пациентов. Здесь современное медицинское оборудование, зона отдыха, спортивный зал, бассейн и пищеблок. Третий год, как мы работаем, популярность очень высокая. Не бывает, чтобы у нас было даже свободные места. У нас практически каждый месяц ни одного свободного места не бывает. Но с учетом того, что мы пролечили за это время 3605 человек, 10% из них были иногородние. В реабилитационном центре имени Кунта Хаджи Кишиева можно пройти все виды физиотерапии, лазеротерапию, озонотерапию, прессотерапию и другие. Делать физиотерапию можно при многих заболеваниях. К тому же такой метод лечения имеет минимум противопоказаний. Реабилитационный центр в селе Махкиты построен в живописной части Веденского района среди горных вершин и лесов. Такое расположение не случайно. Горный воздух и природа способствуют скорейшему восстановлению пациентов. Пройти лечение в реабилитационном центре приезжает много иногородних пациентов. Все они отмечают высокий уровень медицинского обслуживания и доступные цены по сравнению с другими регионами. С первых дней, войдя в это здание, меня встретили с лучезарной улыбкой девочки. Очень тепло встретили, объяснили, где что, не переживайте. Вплоть до за ручку водили в каждый кабинет. Я очень благодарна. Спасибо большое и главе нашему, и медперсоналу, всем. И кухне огромное спасибо. Очень хорошо готовят, вкусно кормят. За последние 10 лет туристический поток в республику существенно вырос. Все больше людей хотят посетить регион для прохождения лечения, отмечает министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев. В Чеченскую Республику начали приезжать люди для санаторно-курортного отдыха. А также мы знаем от наших коллег из Минздрава, что большое количество жителей соседних и прилегающих регионов Российской Федерации, наших братских и дружественных республик, также обслуживаются на территории Чеченской Республики. И число их из года в год растет. Последние данные говорят о том, что большое количество отдыхающих из Москвы, Московской области и других регионов Российской Федерации отдыхают, лечатся и восстанавливаются на наших курортах. Количество желающих пройти лечение в Чеченской Республике с каждым годом растет. Для этого в регионе созданы все условия. В республике функционируют больницы, медицинские центры и оздоровительные комплексы, оснащенные всем необходимым. Диана Хармуш, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев. Неделя. Муфтий республики Салах Хаджи Межиев, сотрудники Духовного управления мусульман и другие богословы региона проходят военную подготовку в Российском университете спецназа. Они научатся владеть стрелковым оружием и другим основам военного дела. Обучение продлится 2 недели. Подробнее в сюжете Мухаммада Жамалуллейла. Звук выстрела из автомата разносится далеко за пределы полигона. Однако стреляют не бойцы спецподразделений, а богословы. Пройти подготовку на базе Российского университета спецназа муфтий Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев прибыл с сотрудниками муфтията, кадиями районов и имамами мечетей. Главная задача – быть готовым защитить родину в случае необходимости. ملوخ شيناها أخ غازوت نيقن شيش دعوت كيش بويلا ويحلق دوين سعداخا يتنادو أق أغمتها جمسيا روسيسكي университет спецназа ير خزع كيتش باشا أنت أملوي بو صندير خشنا تخوش دك عموة خوش در كل دقة ملوخ شيناها ملوخ شميتها دعوت ويكيش دوي الخايته قحية جا نيته اشتغل إيشته
حبحش بالغبو هنسا دال مولا دا حربوش بالغبو إن شاء الله الرحمن دالت يا بيكتيل أحمد سيلا الله أكبر الله أكبر. Бойцы выстроились в ряд. Инструктор на практике показывает основы владения оружием. На этом полигоне богословы проходят начальную огневую подготовку. Она включает в себя безопасное обращение с оружием, точное попадание в мишень и принятие правильного положения для стрельбы. Знания на практике первым применяет муфтий республики. Точно следуя инструкции, Салах Хаджимижиев спускает курок автомата Калашникова. Помимо стрелкового, богословы учатся владеть и оружием более крупного калибра. Программа рассчитана на 2 недели. За это время они познакомятся и с другими основами военной подготовки. Российский университет спецназа Кузаха, Герз Туга, Заридите, Разридите, Герз Лилу, Амош, Карл Докш, Куза, Дуай Дал Мула, Вай Махкан Уешдол Чуман, Вай Пачалхан Уешдол Чуман, Герз Лилу Туга, использовать колдокш, кичи двое мечен, мечен дахит дадага, пачо омордин чуман, пачан мира. Российский университет спецназа пользуется большой популярностью не только в Чеченской Республике, но и во всей стране и даже за ее пределами. Пройти подготовку здесь приходят сотни добровольцев, сотрудников разных ведомств и просто желающие обучиться основам военного дела. Все дело в профессионализме инструкторов и большой поддержке со стороны главы региона Рамзана Хаджикадырова. Воинство всей России дугна разные, особенно спецоперации. Воин. Каждый инструктор телефоне решен именно автоматизации спецоперации решен обучение, экипировка массовом выше уровня до оли шабеги воин хаюшбу. Даггар баркалдерес алларсона вепачена шадег омел дештег ибанядо цен поддержки не только хабов, добровольно, теюга форме, экипировка, техника, массовая малатошек, и вайц алишьяцер, делрейсал, Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Мухаммад Жамалыла, Малик Имурзаев, Магомед Чакаев, Неделя. В Грозном отметили знаменательную дату – День восстановления государственности чеченского народа. Перед мемориалом памяти погибших в борьбе с терроризмом собрались представители власти, духовенства и общественности региона. Они вспомнили тяжелые испытания, выпавшие на долю народа, а также отметили роль Ахмата Хаджи Кадырова в восстановлении исторических прав и свобод. Подробности в следующем материале. Площадка перед мемориалом памяти погибших в борьбе с терроризмом заполнена. Здесь собрались все представители власти, духовенства и общественности Чеченской Республики. Все они пришли отметить знаменательную дату в истории чеченского народа – восстановление Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР. По указу главы региона ежегодно 9 января отмечается как День торжества справедливости. Приветственный адрес от Рамзана Хаджи Кадырова зачитал председатель парламента Магомед Даудов. Сегодня мы отмечаем одну из самых значимых и особых дат – День восстановления государственности чеченского народа. Именно этот день стал для всего нашего общества переломным. Он положил конец трагической эпохе выселения чеченского народа. Те трагические годы в нечеловеческих условиях, от холода и голода, один за другим погибали дети, женщины, старики. Выжившие были вынуждены скитаться по чужбине в поисках пищи и крова. Причиной этих совершенно бесчеловечных действий Сталина стало ложное обвинение воинавского народа в способничестве немецким войскам. Хотя никаких прямых и косвенных доказательств этому предоставлено не было. Этот горестный опыт прошлого дает сегодняшней России решимость твердо идти путем укрепления демократических ценностей, защиты законных прав и свобод своих граждан. На таких принципах выстроена Конституция Российской Федерации. Ими руководствовался и автор действующей Конституции Чеченской Республики, первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Далгазов Обудольцев. Защищая целостность и суверенитет России, сегодня сыны Отечества, в том числе представители чеченского народа, мужественно сражаются за освобождение Донбасса. В нашем единстве и сплоченности залог победы и торжества справедливости. Я от всей души поздравляю жителей нашей республики с Днем восстановления государственности чеченского народа
искренне желаю мира, стабильности, благополучия и процветания. С уважением, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Ахмат, сила Аллаха. Только после 20-го съезда КПСС 1956 года началась массовая реабилитация незаконно осужденных граждан. 9 января 1957 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал указ о восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области. После этих событий и была восстановлена государственность чеченцев и ингушей. 26 ноября 1948 года был издан специальный указ о том, чтобы взять расписки с чеченцев о том, что они признают вечную ссылку и что они больше никогда не вернутся на свою историческую родину. И этот законодательный акт тоже был. И вот 9 января 1957 года вышел этот долгожданный указ. Дальше рассказывать и что-то пояснять, давать какие-то исторические экскурсы очень сложно, потому что это слезы, потому что это вопли, потому что те люди, которые 13 лет ждали этого великого озарения, этого великого покаяния, которые ждали со слезами на глазах этого великого часа, наконец получили возможность увидеть горизонты родимых сердцу гор. Выселение с родины является одним из тяжелых испытаний от Всевышнего. Муфти республики Салах Хаджи Межиев приводит примеры из жизни пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, когда он был вынужден покинуть родные края. شيء مخكر واقر شيء يورتر واقر بوشتون دخكم دول ديردويز مكر أروقين شخنا يوم مكي شو حجنا يلغى ويلغش أقا وزندل شين سخ 4 نوش صار وقيان قار كان جيش ديع بوخش أصلاً مخ أشاو از مكي شو أرو المدينة تدعوانا يوم مكي يقين شو غش خنا دل خاستم شو باش دل دوش أو حستول دوش أو دك يها أقا وقوي وردولشة دال حستولر سان شو عنايز مج حال حيول شول نيرو وحي قلوبار صندوق شو وحدي عن دال حستولش. Завершилась встреча чтением дуа под руководством муфтия республики Мухаммад Жамалела Муса Даудов Асан Висхаев. Неделя. В селе Янде Чхаймартановского района открыли новое медресе. Оно носит имя великого исламского ученого Яхьи бин Шараф ан-Навави, да будет доволен им Аллах. Строительство длилось 9 месяцев. Денежные средства на возведение собрали местные жители. Получить религиозные знания смогут до 500 человек одновременно. Сюжет Седы Хасиевой. С чтения священного Корана начинается долгожданное событие для жителей села Янди – открытие медресе. Всего потребовалось 9 месяцев, чтобы возвести учебное заведение. На его открытие собрались местные жители и гости, старейшины, религиозные деятели, в их числе и доктор шариатских наук Асват Хариханов. خيشورة شعري بيستخاتشلز لا تحدو زينك بيستخاتشلز ديريك عالم سن جشتر دي يخشتو على دوخ بيرك دو يرتاح متعلم خلار دوخ بيرك دو يرتاح علم عام وش خلار دحي يخش خلار يتسحيخش يتسعاميش نير يرتوا أو يشغل خير دول يهم نير يرتر حقاچن دول تيجر ديخر دا ديشغل تيجر نا حبالو بيشغل تنده شي يرتاح شا عشولش متع شي كباح Все присутствующие совершили совместное дуа. После, перерезав красную ленточку, гости осмотрели медресе изнутри. Для будущих мюридов здесь созданы все необходимые условия. В каждом из 6 кабинетов смогут обучаться по 20 человек. Медресе носит имя великого ученого Яхьи бин Шараф ан-Навави. Чтобы получить бесценные религиозные знания, на занятия уже записались местные ребята. Некоторые планируют стать в будущем имамами, другие же преподавателями в религиозных школах. الحجر حي لان جو خاص يعتدق خان قيوق قاعد چون قز شيخاني چون درس قز سجمل عدون سين ديشلوش عين عاملوش خويا شي عين عاملوش قزوان ورس اسلامسكي داشش بيش عامو قناش عامو وين مغارة أجر دزو حدول صلهم هدو أجا خن بصوب دنيا أجر يزخن يا قرا عيلم شناجينش كحبوق إذا علم عام واشياق شول خنا أجر يزوه يول شول خن يقيس لقى سنديرة تغنا تعديل قنا يتمسا فقيرتها حيوال شيء حجريو
دقو شوها بيشان عام ده متكيو دقة قزحة قناع اشتا بصوبجنا دقة اشنا وقدي اشتا قاحيوكش حي لنور سويش الله دالا يرحجر يش Здание медресе двухэтажное. Первый этаж для мужчин, второй для женщин. Построено оно по инициативе и на средства жителей села. Преподавать здесь будут выпускники Российского исламского университета имени Кунта Хаджи. الله ده الخزي اللي أقيق قميل حاجة نوشوا سجنا دقوتنا داق لا حال دي حال متجيرة الله ده لا شيخ خاص خلبوش بالقخيت ما مضوغ القدرية. В честь открытия медресе собравшиеся прочитали мавлид. Медресе находится на территории центральной мечети села Янди. Около 500 мюридов смогут проходить здесь обучение одновременно, а после подать документы сразу на второй курс Российского исламского университета имени Кунта Хаджи. Седа Хасиева, Моусар Даудов, Ислам Али Султанов. Неделя. Правила проведения хаджа в текущем году вернутся к тому положению, которое было до пандемии коронавируса. А в Польше все больше людей принимают ислам. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей традиционной рубрике «Умма». В штате Миннесота, США, уволен преподаватель истории местного университета. Причиной послужила демонстрация портрета пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Полотно датируется XIV веком и представляет из себя иллюстрацию встречи лучшего из творений с ангелом Джабраилом. Руководство разглядело в этом поступке исламофобский подтекст. Крупнейшая мусульманская организация выступила с заявлением о восстановлении учителя в должности. По их мнению, профессора следует поблагодарить за просвещение студентов в историю религии. В Польше все больше людей принимают ислам. На этой почве общественность выступила с протестами. Они против такой тенденции считают изменниками родины всех, кто поменял религию. А брак с мусульманином воспринимается как биологическое предательство. Такая позиция активно распространяется через СМИ. Правила проведения хаджа в текущем году вернутся к тому положению, которое было до пандемии. Такое решение приняло руководство Саудовской Аравии. Теперь паломники любого возраста смогут посетить Мекку. Ранее стояло ограничение. Въезд запрещали людям старше 65 лет и младше 18. Отметим, что квота для России в 2023 году определена в 25 тысяч человек. Это в 2 раза больше, чем в прошлом. В Чикаго появился необычный билборд с надписью «Мусульмане тоже верят в Иисуса и любят его». Инициатива принадлежит сотрудникам Исламского образовательного центра. Сделано это для сближения людей разных конфессий, подчеркнуть общее между ними. Ранее подобная акция проводилась и в других городах. Во Франции стоит запрет на ношение хиджаба. Властям показалось мало такого ограничения, и они обратили свое внимание на абаю. Это традиционная арабская одежда. Ее носят в некоторых школах страны. По словам директоров учебных заведений, количество учениц в этом одеянии возросло вдвое. Правительство намерено искоренить все то, что противоречит их культуре и традициям. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. 13 января отмечается День российской печати. Это профессиональный праздник работников печати и журналистов. В стране существует больше 50 тысяч СМИ и печатных изданий. 4 региональные газеты издаются в Чеченской Республике. Вести Республики, Даймох, Наша школа и Зори Ислама. Про них следующий сюжет. В России насчитывается больше 50 тысяч средств массовой информации. Среди них полно печатных изданий, но единственной газетой на чеченском языке является Даймох. Совет Эдал Тадальча, газета Цехитина, Даймох, кажется, Даймох, массу, царишла Укреез, Союз, Дана, Тадальча, Царц, Артидан, Тагана, Артур, что газет. Газет, вот такан лерсина, Квертидам, Тент и Бойс Альча, Вебкам, Иманя, Чагдарн, Гиллак. В этом году газете «Даймохка» исполняется 100 лет. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров поручил провести активную подготовку к юбилею, ведь праздник будет отмечаться в День чеченского языка. داقل بالوردر دقر تاق وياق تخين جوها ويبيش بالبالخة
тахана хами технологии яржин эла ха зуар бдоч ищиат свой цондел вой бяшбал болха из-за уеш буйху шавейн и болха тяло юрш буйхуш вой бяшбал болха вой даша деш вой бол бичана вой мелдал ниечу алжон шкочери алгисон. В Чеченской Республике много печатных издательств. Одна из крупных – общественно-политическая газета «Вести Республики». Она не раз побеждала в региональных и международных журналистских конкурсах. Также несколько лет подряд она была признана лучшей в регионах СКФО. Наша газета, это главная республиканская газета. И она, во-первых, выходит 2 раза в неделю. Потом в ней освещается вся жизнь общественно-политическая, культурная жизнь нашей республики, не только республики, но России и мира в целом. У нас публикуются очень интересные авторские материалы. Также освещаем, я думаю, что кто нашу газету хоть раз возьмет в руки, посмотрит, и будет видно, что она отличается от других газет. Задача работника печатного издательства заключается в оперативной и качественной подаче информации. К примеру, фотокорреспондент занимается тем, что пишет статьи, которые необходимо проиллюстрировать фотоснимками. Несмотря на то, что мы печатное издание, мы, как и другие СМИ, выходим также на выезды, ездим, параллельно с телевизионщиками. Но помимо того, что мы собираем там информацию, мы также и делаем фото и видео с места событий, для того, чтобы потом, когда мы выкладываем наш материал на сайт, у нас была иллюстрация или же в газету, или же на сайт. Издание книг, журналов и газет невозможно без полиграфического производства. Для создания одной печатной продукции могут быть задействованы сразу несколько специалистов. Сам процесс состоит из нескольких этапов: разработка макета, допечатная подготовка, печать и финальная часть – постпечатная обработка. Первая российская газета вышла в свет в 1703 году по указу Петра I. С тех пор каждое 13 января в России отмечается праздник – День российской печати, который объединяет журналистов, публицистов и других специалистов страны, работающих в печати. Седа Хасиева, Махмуд Чагаев, Исламули Султанов. Неделя. В лесах России каждый год пропадает сотни людей. В Чеченской Республике подобные истории также случаются, особенно в зимний период, когда начинается сезон черемши. В такие моменты на помощь приходят волонтеры поисково-спасательного отряда «Кавказ». Необходимо лишь позвонить на их горячую линию. О том, как проводят экспедиции и какие методы поиска использует группа добровольцев, узнавал Абдуллах Батаев. Ислам! Ислам! Работа на отклик – одна из эффективных методик поиска пропавшего человека, особенно в лесной местности. Казалось бы, ничего сложного в этом нет. Крикнул, услышал ответ и последовал в сторону звука. Однако такая техника поиска требует соблюдения важных деталей. Работа на отклик, вначале он начинается, надо доложить в заре, это наш штаб. Когда они сказали в заре, что они начинают работать на отклик, все слушают. Если человек, который потерялся, если он откликнется, чтобы его было слышно. 3 стороны. Начинаешь, на отклик начинаешь ты, и 40 секунд ты слушаешь. 40 секунд? Да. Полной грудью, ровно. И ты начинаешь работать на отклик. И ты, чтобы у тебя ноги, чтобы ты стоял устойчиво на ногах, и начинаешь работать. Такие учения в лесах волонтеры поисково-спасательных отрядов «Кавказ» и «Лиза Алерт Дагестан» проводят совместно. Вначале необходимо взять оборудование. Это навигатор, фонарик, компас и рация. Дальше можно в путь. Это добровольческий отряд, как-никак. Здесь ни зарплаты, ни обязательств, ничего такого нету. Каждый цель быть полезным, да? Да, цель быть полезным, протянуть руку человеку, который попал в беду, дать шанс пропавшему человеку. На экспедицию выходит группа из 5 человек вместе с руководителем. Главное правило – держаться вместе. В случае нахождения вещей, принадлежавших пропавшему, сразу передаются координаты в штаб. Заря координаты 43.37 83 54 44 37 83. Как принял? Принял. Медлить значит хоронить. Этого правила волонтеры придерживаются всегда. В случае пропажи родного человека нужно сразу обратиться на горячую линию, и ребята из отряда «Кавказ» вместе с другими моментально придут на помощь.
и еще обратиться до ДИЕЗ, милиции до ДИЕЗ, поисковой группы до ДИЕЗ. Он дальше твое оборудование, твое опыт, он рахули, меча, христиан, хули, так войны, хала опыт, его и гатун дель хайт ДИЕЗ, то сулхан, лил что дальше это ардул. Самая главная и общеизвестная рекомендация в случае, если вы заблудились в лесу, это не начать панику. Если есть возможность, можно немного забраться повыше и осмотреть местность, а также постараться откликнуться. Но ни в коем случае не рекомендуется далеко отходить от того самого места. Отправляясь в лес зимой, обязательно надо брать спички и парафиновые диски. Но даже в случае, когда они отсутствуют, можно и нужно развести огонь. Например, есть случай, что вообще нет спичек. Как тогда действовать? По методу трения огонь добывать луривойно. Дечка трения. А или дечка мух или еще из желательно эйда и вот что? Эйда его, я дечка да, холивой я лишь на мелла сих. Дечка какие-то на труд ёки, любой за кейду хуман да. Поисково-спасательный отряд «Кавказ» принял участие во многих экспедициях. Началось все с Хасавюрта, когда на поиски маленького Мухаммада Забитова отправились добровольцы из Чеченской Республики. С тех пор в волонтерскую организацию стали вступать люди разных возрастов и профессий. Главная цель – благое дело ради довольства Всевышнего. Поэтому поддержать группу может любой желающий, как личным участием, так и финансово. Это позволит закупить новое оборудование и сделать поиски пропавших быстрее и качественнее. У нас стартовая оборудка есть, подарена спонсорами. Некоторую часть купили мы сами. И мы по сегодняшний день тоже нуждаемся в оборудке. У нас счетов, кошельков нету, мы деньги не берем. Если у нас появляется, кто хочет помочь нам, человек, мы им даем список оборудки, остро нуждающие, и они помогают нам. Случаев пропажи людей в лесах Чеченской Республики также немало, особенно зимой, когда начинается сезон черемши. История Джохара Жалтаева известна практически каждому жителю региона. В феврале 2021 года молодой парень отправился собрать черемшу и заблудился. Спустя некоторое время Джохара нашли и сразу отвезли в больницу. К сожалению, врачам не удалось его спасти. Короче говоря, мешал уходу сага. Делоться горсова сагва. Ентидианса, мешал да, со смасить ламхайдина куза. Дальше балбен, дальше улупо. От таких случаев никто не застрахован, однако выход можно найти всегда. Главное не поддаваться панике и знать основные правила действий в таких ситуациях. Абдулла Батаев, Моусар Даудов. Неделя. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей.